Дополнительные сроки сдачи ЕГЭ. Экзамен будет обязателен для тех, кто планирует поступать в вузы. Аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и медикаменты в Мирнинском районе усиливают меры по борьбе с COVID-19. За добычей не с ружьем, а с фотоаппаратом. Трофеями жителя Южной Якутии любуется весь мир. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Минпросвещение России предварительно установило сроки сдачи ЕГЭ. Это август-сентябрь 2020 года. Экзамен будет обязателен только для тех выпускников, кто планирует поступать в вузы. Те, кто не намерен поступать в высшие учебные заведения, могут сдать ЕГЭ в 2021 году. ОГЭ в этом году для девятиклассников будут отменены, и результат пойдет именно по результатам той учебы, которая у них была в течение года у девятиклассников. Что касается ЕГЭ, ЕГЭ переносится, но пока сроки проведения ЕГЭ они еще не сообщили. Причем ЕГЭ будут сдавать именно те выпускники, которые хотят поступать в высшие учебные заведения. А те, кто в этом году не планирует поступать в высшие учебные заведения, могут ЕГЭ сдавать уже в следующем году. Ну и, соответственно, мы надеемся, что и сроки приемных комиссий в вузах страны, они тоже будут продлены. За минувшие сутки в республике зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусом, 33 в Якутске и по одному случаю в Алдане и Намцах. Новые заражения были выявлены внутри корпоративных и семейных контактов заболевших. Число крайне тяжелых больных уменьшилось с 10 до 7. Наблюдается положительная динамика. Порядка 25% граждан, которые обязаны соблюдать самоизоляцию в республике, нарушают ее. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев. Он подчеркнул, что это может привести к случаям массового заражения. Для снятия ограничительных мер по Якутску нужно, чтобы количество заболевших в сутки было меньше 10, пояснил глава республики. В Якутске выявлена коронавирусная инфекция у одного воспитанника дежурного детского сада номер 84 «Искорка». Учреждение закрыто на дезинфекцию. По сведениям медиков, после окончания майских праздников заболевший ребенок детский сад не посещал. За медпомощью при признаках ОРВИ у ребенка родители обратились 12 мая. Тем не менее, все дети и сотрудники детского сада изолированы на дому и взяты под медицинское наблюдение для лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Детский сад посещали дети медиков, сотрудников правоохранительных органов и других работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Всего 74 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Ну а как дела обстоят с COVID-19 в Алдане, знает Руслан Павлов. Ежедневно информацию ему передает главный врач Алданской центральной районной больницы. Руслан на связи со студией. Руслан, здравствуй. Есть ли заболевшие сегодня? Здравствуй, Юля. Да, как ты уже сказала, за последние сутки в Алдане один подтвержденный случай заражения ковид. Пациент вчера поступил в инфекционное отделение. Но в то же время сегодня из больницы выписывается очередная партия победивших ковид. Более подробнее об этом нам рассказал главный врач районной центральной больницы Дмитрий Сергин. Вчера у нас было одно поступление в инфекционное отделение с подтверждением ковидной инфекции. Сегодня планируется выписка 6 пациентов с диагнозом выздоровления. В итоге сколько остается в инфекционном отделении? В итоге в инфекционном отделении у нас останется 17 пациентов. Муниципальные власти отреагировали на безответственное отношение некоторых граждан и некоторых предпринимателей, которые, вопреки распоряжениям и уговорам власти сохранять самоизоляцию после снятия карантина, решили наверстать упущенное и не соблюдают меры безопасности. Как борются с нарушителями, рассказал мэр Алдана Александр Бугай. Усилена разъяснительная работа, но тем не менее 12 мая мы увидели картину, что город ожил, все сели на личный автотранспорт, все вышли на улицу, начиная от пожилых до школьников, да, нарушая масочный режим, поэтому 12 мая на заседании оперштаба приняты меры, усиливающие контроль за исполнением режима самоизоляции, созданы дополнительные комиссии по контролю за работой объектов предпринимательства, торговли. В общем,
разосланы дополнительные памятки, что надо делать, что надо выполнять именно в этих режимах. Есть первые результаты. Административная комиссия, администрации, органы правопорядка под контролем прокуратуры и оперштаба. Рейды, усиление. Планируем вывести на улицы педагогический патруль и с родительскими комитетами. Обращаюсь еще раз к жителям города: проявите благоразумие, самоотверженность, самоотдачу, самосознание, берегите себя. До 31 мая показатели находятся на контроле. Как мы в этот период отстоим, значит и дальнейшая жизнь наша будет двигаться вперед. Жители района, ну, собственно, как и всей страны, могут рассчитывать и уже подавать заявки на выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет дополнительных гарантий государства. О механизме дополнительной помощи рассказал начальник Алданского управления социальной защиты Вадим Мазурок. Касаемо последнего выступления главы государства, в котором были озвучены выплаты в размере 10 тысяч рублей единовременные, да, данная выплата будет реализована по линии Пенсионного фонда Российской Федерации. Граждане могут подать заявление уже сейчас, начать подачу заявления, да, через портал госуслуг, либо непосредственно обратившись по месту жительства в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. Коснется данная выплата семей, где воспитываются, проживают дети от 3 до 16 лет. Ну, такая ситуация у нас на сегодня. Мы следим за ее развитием. Юля. Спасибо, Руслан. Еще увидимся. Я напомню, это был наш корреспондент Руслан Павлов. Аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и медикаменты в Мирнинском районе усиливают меры по борьбе с COVID-19. Акционерная компания «Алроса» приобрела большое количество средств индивидуальной защиты, дезинфектантов, в частности, большую аппаратуру, это 6 аппаратов ИВЛ. Очень большую помощь оказывает РНГ. Они тоже купили большое количество оборудования, в частности, прикроватные мониторы. Администрация района на 1,5 миллиона почти рублей покупает лабораторное оборудование, и на 2 миллиона рублей администрация района сейчас закупает реанимационное оборудование для Айхальской больницы. Городская администрация также закупила 550 одноразовых защитных костюмов, в которых работают сотрудники Мирнинской центральной районной больницы. Волонтерский корпус Кабяйского улуса по оказанию помощи пожилым гражданам и инвалидам присоединился к благотворительному проекту «Мы вместе». Всероссийская акция запущена Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и создана для поддержки старшего поколения в период самоизоляции. Волонтеры оказывают однократную продуктовую помощь пожилым людям старше 65 лет. На сегодня идет всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» для помощи людям пожилого возраста, для предоставления одноразовых продуктовых наборов. Акция проводится во всех районах нашей республики, и в том числе поселка Сангар. В связи с пандемией и тяжелой сложившейся ситуации, на сегодняшний день мы, волонтерский штаб, организовываем прием заявок, доставку продуктов, лекарств, первой необходимой помощи, а также оплату жилищно-коммунальных услуг для людей старше 60 лет и граждан, которые находятся на самоизоляции. По Кабяйскому району насчитывается 80 волонтеров, по поселку Сангар 15. И на сегодняшний день мы поставляем 200 продуктовых наборов для людей-инвалидов с инвалидностью и людей пожилого возраста. Ледокол задействовали для устранения затора на Лени в районе Жатая. Об этом в Твиттере написал глава республики Айсан Николаев. Также глава региона прокомментировал паводковую обстановку в республике. Затор от Кангаласского мыса до Анамского района удалось стабилизировать с помощью подрывов. Произведено 4 взрыва. Лед от Кангаласского мыса практически до Намцев был неподготовленный. Толщина его достигала свыше 1 метра, местами даже до 1 метра 20 сантиметров. Сейчас движение льда началось. Большие льдины, которые образовывали затор, все-таки начали двигаться. Идет стабилизация, по крайней мере в Якутске и Табаге уровень не растет, а начинает падать. Вода начинает прибывать уже в Идейце. По его словам, ситуация по другим рекам, в частности по Алдану и Вилюю, под контролем, особых проблем нет.
Спасатели эвакуировали с потопленных жилых домов и дачных участков в пригородах столицы республики 35 человек. На посту Даркалах и Кангалас эвакуировано 19 человек из жилых домов и 16 с дачных участков, сообщил председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков. Спасатели также направлены в село Едейцы Намского района. Отмечается, что нижняя кромка ледохода находится в районе села Партизан Намского района. Сегодня в России отмечают День фрилансера или по-другому свободного работника. Этот праздник был учрежден в 2005 году. Фрилансеры трудятся сами на себя, вне каких-либо организаций, подобное частным практикам. О том, кто такие фрилансеры, почему и как якутяне ими становятся, узнаем у Айсены Бурнашовой. Работать удаленно я начала около 4 лет назад, когда поняла, что по 3 часа в день на дорогу тратить я больше не хочу. Именно эта мысль подтолкнула Сашу уйти в свободное плавание. Так, квартира стала офисом, а вся работа постепенно перешла в интернет. Девушка занимается любимым делом – графическим дизайном. Оформляет сайты, создает иконки, делает иллюстрации к статьям. Диплом учителя китайского языка ей пока не пригодился. Девушку вполне устраивает работа фрилансера. Всегда любила рисовать, но как-то почему-то не особо обращала на это внимание и не думала, что всерьез этим можно зарабатывать на жизнь. Плюс это в том, что нет географической привязки, можешь работать из любой точки мира и можешь выбирать самостоятельно задачи, которые интересно тебе исполнять. Эти плюсы также подстегнули и якутянку Ирину Антонову. Девушка живет в Сочи. Из-за пандемии коронавируса ее туристический бизнес ушел в крутое пике. За время самоизоляции девушка успела поменять не только сферу деятельности, но и свое отношение к работе. Английский я знаю лучше всего, поэтому я решила, что мне нужно как-то использовать это в своей жизни. Потихоньку уже нашла какие-то контакты в Америке, в Нью-Йорке, начала работать с американской компанией. Это русские в Нью-Йорке, я им помогаю вести их сайт. Плюс ко всему я сейчас начала заниматься обучением детей английскому языку. Девушки работают сами на себя и для себя. Заказы чаще всего находят на биржах труда в интернете или пользуются старым добрым сарафанным радио. Программисты, копирайтеры, фотографы, контент-менеджеры. Список фриланс-профессий можно перечислять еще очень долго. У них даже есть свое объединение – профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников. По данным Высшей школы экономики, сейчас в России насчитывается свыше 1,5 миллиона свободных работников. И с каждым годом ряды фрилансеров только пополняются. Делать, не лениться, и тогда будут результаты. Пока я себя в этом вижу, самый лучший вариант сейчас, а потом посмотрим. Мир очень быстро меняется. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Иван Черков, Санкт-Петербург, Сочи. За добычей не с ружьем, а с фотоаппаратом. Сезон охоты с нетерпением ждет Юрий Коковин. 35-й год, его трофеями любуется весь мир, рассказывает Тамара Игнатьева. С приходом долгожданной весны, когда вскрываются реки, растения начинают тянуться к солнцу. Животный мир также начинает пробуждаться. Самая любимая тема фотохудожника Коковина в это время – глухариные таковища, когда птица раскрывается во всей красе, поет и танцует. Нынче Юрий Николаевич провел на глухарином таку 8 дней и ночей. Удивительно, но, по словам фотографа, глухарь такует каждый год в одном и том же месте, и что по нему можно сверять часы. 15 минут 4-го начинает 1 мая точно таковать глухарь. Это вот уже 30 лет я могу отметить. Ни минуты позже, ни минуты раньше начинает. Ну а потом уже 2 мая он будет уже 5 минут 4-го. Потом это, допустим, 5 мая без 5-3 начинать таковать. То есть они от солнцестояния такуют. Как солнышко поднимается, где-то там движение происходит. Но приучать птиц к своей палатке приходится каждый год по-новому. Сначала ставит его в метрах 100 от таковища и каждый день продвигает ее на 10 метров ближе. Когда до него остается 4 метра, фотограф залезает в палатку и начинает снимать. Как фотохудожник, Юрий Николаевич иногда украшает свой кадр. Так, к примеру, ветка вербы, подвязанная к сосне, оказалась весьма к лицу кополухи. Чтобы продолжался род глухариный, нужно, чтобы и глухари самочки были на глухарином такое. Иначе, если мы будем убивать глухарей, а еще хуже того самочку, самочка же принесет 10 яиц, значит 10 глухарят появится. А 10 глухарят через год
Каждый по 10 принесет, представляете? Весной, ну, охоту застрелить глухаря, ради бога, застрелите, но только желательно после 15-20 мая, потому что до 15 идет процесс овуляции, идет процесс спаривания, и глухари важно, чтобы они все-таки достойно встретили свою самку. Каменного глухаря, который обитает у нас в Южной Якутии, никто толком не снимал. Биологию этой птицы мало кто знает. Для фотографа Юрия Коковина кадры атакующих, летящих глухарей и все это с расстояния 4-5 метров – настоящий трофей и причина для радости. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.